После того, как правительство Канады, поддерживающее уйгуров, объявило китайского дипломата персоной нон-грата, власти Китая объявили персоной нон-грата генерального консула Канады в Шанхае. Министерство иностранных дел Китая отреагировало на осуждение Канадой китайского дипломата Джао Вэя в китайском консульстве в Торонто как персоны нон-грата на том основании, что он участвовал в кампании по запугиванию и преследованию канадского депутата Майкла Чонга, который критикует политику геноцида Китая в отношении уйгурских турок. В министерстве заявили, что в качестве взаимной предосторожности они объявили генерального консула Канады в Шанхае Дженнифер Лин Лалонд персоной нон-грата и планируют ее депортировать. Университет Джорджа Вашингтона, один из самых известных университетов США, недавно получил грант в размере $900 тысяч на изучение уйгурского языка. Это один из крупнейших грантов, которые они получали за последние годы, говорится в заявлении на веб-сайте. Университет Джорджа Вашингтона является одним из ведущих центров изучения уйгуров в Соединенных Штатах, а публикация «Война против уйгуров» профессора Шона Робертса была признана одной из лучших работ 2021 года. Кроме того, высокую оценку получила работа Эрика Шлюсселя «Дом иностранцев», посвященная уйгурскому обществу XIX века. Согласно отчету «Глобальный индекс свободы прессы 2023», опубликованному организацией «Репортеры без границ» 5 мая, Китай занимает предпоследнее место в мире по этому показателю. Согласно отчету, Северная Корея – крупнейшая в мире тюрьма для журналистов и один из крупнейших экспортеров пропагандистского контента, занимает последнее место среди 180 стран. Китай конкурирует с Северной Кореей в блокировании объективных и точных новостей. Китайские инвестиции в Европу в прошлом году упали до самого низкого уровня почти за десятилетие, поскольку европейские страны ужесточили правила. Согласно исследованию Rhodium Group и Merix, 10 из 16 предложенных Китаем сделок в европейском секторе технологий инфраструктуры были заблокированы регулирующими органами. В отчете указывалось, что общий уровень инвестиций Китая в ЕС и Великобритании упал на 22% до 7,9 миллиарда евро в 2022 году. Ван И, директор аппарата комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, призвал Китай и Великобританию развивать двусторонние отношения после надлежащего согласования направлений взаимодействия в новом мировом порядке. Представители партии бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана объявили, что Хан был арестован судом в столице Исламабаде по обвинению в деле о коррупции.